На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Оружие по закону. Все незарегистрированное оружие с марта 2022 повлечет за собой уголовное или административное наказание его владельцев. Из Абхазского Русдрама прямо в Щепкинское театральное училище. Отборочные испытания для абитуриентов начались в Сухуме. О прошлом, настоящем и стоящем. Союз журналистов Абхазии совместно с Международным медиаклубом формат А3 провел в Агу встречу с ректором Высшего театрального училища имени Щепкина Борисом Любимовым. Начнем с отставок и назначений. Указом президента Аслана Бжани министр внутренних дел полковник Дмитрий Дбар освобожден от должности. Временное исполнение обязанностей министра внутренних дел возложено на первого заместителя министра генерал-майора Руслана Ажиба. Кроме того, другим указом президента Дмитрий Дбар назначен на должность начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия. Также ему присвоено воинское звание полковника. Состоялось заседание Межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище-2022» под председательством вице-премьера Сергея Пустовалова. Решением комиссии из 65 претендентов отобраны 31. Они станут получателями господдержки. Инвалиды первой группы – 7 человек. Инвалиды с детства и заявитель, у которого ребенок инвалид на иждивении – 13 человек. Многодетные семьи с 5 и более детьми – 11 семей. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 1 декабря тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 611 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 143 из них. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 74 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 35 080 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28 795 человек. Сообщение спасателей. Вторые сутки сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии и города Ткварчал ведут поиски местного жителя, ушедшего на охоту и пропавшего в окрестностях города, сообщает пресс-служба МЧС. Сигнал о помощи в поисках пропавшего поступил к спасателям 30 ноября в 14:30. Немедленно была выслана поисковая группа. 1 декабря на вертолете Ми-2 МЧС Абхазии территорию облетел глава ведомства генерал-лейтенант Лев Квициния. Поисковые группы были усилены дополнительным личным составом. В общей сложности задействованы 1,5 десятка человек. Однако найти пропавшего пока не удалось. Поиски осложняются сложными погодными условиями. Идет дождь с мокрым снегом. Поисковая операция продолжается. Международная повестка. 1 декабря депутаты парламента Южной Осетии единогласно ратифицировали проект закона о ратификации соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое внес в парламент президент страны, сообщает сайт парламента РИО. Соглашение было подписано 20 сентября 2021 в городе Цхинвал. Целью его является урегулирование вопросов, связанных с двойным гражданством жителей Южной Осетии и России, а также с получением гражданами РИО российского гражданства в упрощенном порядке. В соответствии с соглашением, за гражданином Южной Осетии признается право приобретения гражданства Российской Федерации, не утрачивая при этом юго-осетинского, и наоборот. Российская Федерация предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 в гражданстве Республики Южная Осетия и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Оружие по закону. Все незарегистрированное оружие с марта 2022 повлечет за собой уголовное или административное наказание его владельцев. Депутаты парламента, представители Министерства обороны и МВД рассказали, как проходит реализация закона об оружии, который вступил в силу в марте 2021 года. О том, улучшит ли криминогенную ситуацию в стране регистрация оружия и когда будет введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс автоматизированной баллистической
идентификационной системы, расскажет Анастасия Никонова. Закон об оружии в окончательном чтении был принят депутатами парламента Абхазии 30 декабря 2020 года. Согласно проекту закона, вступить в силу он должен был 1 января 2021. Однако по решению народных избранников резонансный в нашем обществе документ вступил в свои права в марте текущего года. Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности и один из инициаторов данного закона Илья Гуня в интервью нашему телеканалу отмечает: закон об оружии создавался не одним созывом парламента. В первом чтении документ был принят еще в марте 2017 года. С тех пор вокруг оружейного закона было много споров, недовольств и сомнений в необходимости его принятия. Потому что есть основное мнение, что вот мы в законе разрешили носить оружие, и поэтому у нас происходит там беспредел, на улице все носят. Я говорю, покажите всех тех, кто носит, да, который по этому закону приобрел это оружие. Мы как раз хотели, и наша, еще раз хочу повториться, наша главная цель было то оружие, которое есть у населения, зарегистрировать. Не потому, чтобы не с целью изъять потом это оружие. Это было бы глупо. Это нельзя делать. Да, во-первых, мы должны понимать, что мы не можем изымать оружие. Наша страна находится всегда в состоянии боевой готовности. И у нас главная сила, мы, как всегда понимаем, это резервисты, это население наше. И мы поэтому дали возможность иметь оружие дома. Но его надо зарегистрировать. У нас все законы, они запретительного характера. И закон об оружии, проекты тех законов говорили о том, что вот нельзя вот это, нельзя вот это, нельзя. Ну и началось перечислять все, что нельзя. Получалось в конце, что только избранные могли иметь оружие, им кому-то можно, а кому-то вот по закону нельзя, и все. Ну, мы пошли от обратного, я говорю, давайте сделаем разрешительный документ. То есть закон, который разрешает, но на каких условиях. Ну вот, этот проект закона и прошел. При принятии данного закона был учтен опыт ряда стран, отмечает Илья Гуния. Например, в странах, где законодательно разрешено ношение зарегистрированного оружия, криминогенная ситуация становилась благоприятной. И наоборот, там, где на ношение оружия наложен полный запрет, статистика преступлений увеличивалась. Депутат парламента отметил, настоящий закон регулирует в первую очередь правоотношения, возникающие при обороте на территории Абхазии гражданского, служебного, боевого, ручного, стрелкового и холодного оружия, а также боеприпасов и патронов. Главными целями закона об оружии Илья Гуня назвал защиту жизни, здоровья и собственности граждан, борьбу с незаконным оборотом оружия и обеспечение общественной безопасности. Ну, мы впервые, наверное, разрешили это законом, что человек имеет право на самозащиту. Раньше у нас такого права не было. Потому что если кто-то зашел с целью грабежа в чей-то дом, и не дай бог ты там при определенных условиях совершил какое-то действие, при котором ранил или еще хуже, что там убил нападающего, да, то вы точно так же отвечали за убийство. Теперь у нас закон говорит о другом, что есть право самозащиты. Человек имеет оружие и имеет право на защиту себя самого. Это что же ответственность? Конечно, надо доказывать будет, что вы защищались, а не ваша прихоть, вы кого-то стреляли. Но если человек вменяемый, если за ним не числится никаких криминальных там дел, если он не наркоман, если... И все вот эти параметры, общеизвестные параметры, приводят к тому, что человеку можно иметь и хранить оружие. И какие правила хранения оружия, какие правила ношения оружия. Да, и эти все нарушения этих правил ведет к тому, что его лишают права носить оружие. Я думаю, это весомо. Человек, который хочет иметь дома оружие, я думаю, ему легче соблюдать правила. Несмотря на то, что закон об оружии принят 8 месяцев назад, регистрация гражданского, служебного и боевого оружия идет неактивно. Одними из первых, кто подчинился закону, стали бойцы действующего резерва вооруженных сил Абхазии. Среди них и депутаты парламента Илья Гуня, Саид Харазия и Ашот Минасян, которые 15 октября подали документы о постановке на учет боевого и стрелкового оружия. Один из разработчиков закона о резервистах, начальник управления кадров Министерства обороны генерал-майор Илья Гамисони отметил, что документ был принят задолго до закона об оружии еще в 2006 году. Этот закон был востребован давно. И вот по, так сказать, требованию, по просьбе резервистов, уже в 2006 году такой закон был разработан.
Над самим законом работали очень активно, принимал участие в составлении этого закона начальник генерального штаба тогда, генерал-полковник Зайцев, многие военные специалисты, резервисты, рекомендации все были учтены, был учтен международный опыт, европейский опыт и так далее, и вот мы составили такой закон. Практически это закон ниоткуда не списанный, как у нас говорят, это закон, составленный в недрах парламента, резервистами, теми людьми, которые знали, что делать и во имя чего его делать. Какие основные положения этого закона? Первое. Дано определение резервиста. Кто такой резервист? Резервист действующего резерва, прежде всего, это гражданин Республики Абхазия, состоящий на учете в резервном подразделении, вернее, вначале он состоит на учете в военном комиссариате, зачисленный в территориальное подразделение резерва, имеющий на хранение оружие, имеющий право на хранение этого оружия и ношение его в период военных действий, учений, сборов и так далее при наличии повестки военного комиссариата. Это четко определено в законе. То есть изначально заложено, что резервист действующего резерва должен иметь при себе оружие с соответствующими требованиями к правилам его хранения и к правилам его ношения. Все остальные лица, имеющие боевое и стрелковое оружие, как объясняет начальник управления кадров Минобороны, регистрируют его в ином порядке. Либо в МВД, либо сначала определяют свой статус у военного комиссара, а после регистрируют оружие. В связи с тем, что закон об оружии был принят в декабре прошлого года, а вступил в силу в марте 2021 года, он предписывает в течение года, то есть до марта 2022 года, все боевое стрелковое оружие, охотничье оружие, короткоствольное оружие должно быть зарегистрировано или поставлено на учет в тех органах, которым это предписано. Ну, как мы знаем, в соответствии с законом об оружии, охотничье, спортивное, короткоствольное оружие, оно все регистрируется в МВД. Все, что касается боевого стрелкового оружия, автоматического в том числе, это вопросы силовых структур другого рода. То есть структуры такие, как таможня, есть структура Государственная служба охраны. Значит, сотрудники, имеющие это оружие, кроме табельного, на мой взгляд, должны ставить на учет в своих ведомствах. Закон требовал определенных действий при регистрации оружия, то есть произвести отстрел. Да, мы и раньше производили отстрел, но хранение там гильзотеки желало у нас лучшего. Да? И есть специальная техника, которая производит отстрел, есть специальная программа, как это хранится все в электронном виде. Это очень удобно, это очень перспективно для раскрытия, скажем, преступления, потому что когда у тебя все оружие зарегистрировано, есть отстрел, пуля, гильзотека, существует, и каждый патрон, каждая гильза имеет свое оружие имеет номер, а номер этого оружия имеет хозяина, да, то раскрываемость преступлений, конечно, быстрее раскрывается. Для регистрации и перерегистрации оружия Министерство внутренних дел приобрело программно-аппаратный комплекс автоматизированной баллистической идентификационной системы, которая предусматривает введение электронной пули-гильзотеки, а также идентификацию стрелянных боеприпасов. Данная аппаратура была куплена Министерством внутренних дел и будет введена в эксплуатацию в ближайшем будущем. Данный отстрел там будет производиться и резервистам, и служебное оружие, и гражданское оружие. Все, что оружие находится у населения, будет производиться через это оборудование. То есть в ближайшем будущем оно будет работать в полном объеме. Точные сроки начала эксплуатации системы «Абис-Арсенал» МВД не обозначила. Хотя до окончания сроков регистрации оружия, согласно закону, чуть более 3 месяцев. О том, почему программно-аппаратный комплекс еще не введен в эксплуатацию, рассказал Инал Халваш. Оно не введено в эксплуатацию по техническим причинам. Установлено помещение специальное, оно сейчас оборудуется, и там нужно необходимое время, чтобы оно обрело ту форму, которая нужна будет для этой аппаратуры. Каждое оружие, которое сейчас находится на руках, будет проходить через это оборудование. Отстрел оружия также будет проходить в МВД. Это позволит идентифицировать боеприпасы, которые войдут в базу данных пули-гильзотеки. Всем, кто зарегистрирует свое оружие, будет выдан документ нового образца, изготовленный на специализированной бумаге, обеспечивающей многоуровневую защиту документа. Данная лицензия – это лицензия на приобретение гражданского оружия.
срок действия ее 10 лет. Человек может в течение 10 лет приобрести 5 единиц огнестрельного оружия. Одного вида только. Если, допустим, гладкоствольного, только гладкоствольного 5 единиц. Либо нарезного 5 единиц. Вот так выглядит она следующим образом. Вот здесь вот вводятся, значит, данные непосредственно оружия. Вот эта вот данная лицензия, она на ношение оружия, тоже предусмотрена на 10 лет. Тоже можно вносить сюда, значит, 5 единиц одного вида огнестрельного оружия. Она выглядит следующим образом. Вот. Итак, согласно закону, сроки регистрации оружия, предусматривающего хранение и ношение, будут завершены в марте 2022 года. Все, кто к этому времени не пройдут указанную процедуру, будут подвергнуты уголовному или административному наказанию. Согласно статье 217 Уголовного кодекса Абхазии, за незаконное приобретение, передачу, сбыт или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Предостерегает президента как гаранта Конституции от необдуманных заявлений, противоречащих действующему законодательству и международным соглашениям, несущих прямую угрозу общественно-политической стабильности и государственности Республики Абхазия, Народно-патриотический союз Абхазии. НПСА обратился к президенту Аслану Бжане с открытым письмом. В обращении, в частности, говорится: на встрече в администрации президента с творческой интеллигенцией вы заявили следующее. Интеграционные процессы – это то, что можно назвать по-другому, не абсолютным суверенитетом. Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии. Мы этим, по сути, поделились. Вопросы внешней политики, рублевая зона. В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать еще больше. Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое – это неподъемное для нас мероприятие – содержать современные вооруженные силы. Вызывает обоснованное недоумение и беспокойство. Очередная ваша попытка, говорится в заявлении, принять решение, противоречащее Конституции Республики Абхазия и идущее вразрез с национальными интересами народа Абхазии. Более того, часть 2 статьи 273 Уголовного кодекса Республики Абхазия предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы с использованием средств массовой информации к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия. Также отмечается в обращении НПСА. Из абхазского Русдрама прямо в Щепкинское театральное училище. В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера начались отборочные испытания абитуриентов для поступления в Московское высшее театральное училище имени Щепкина. Судит молодых кандидатов отборочная комиссия, приехавшая в Сухум во главе с заслуженным артистом России, заведующим кафедрой мастерства актера Щепки Алексеем Дубровским. Перед началом абитуриентов приветствовал находящийся в эти дни с визитом в Абхазии заслуженный деятель искусств России, профессор Борис Любимов. Подробности в нашем следующем репортаже. 19-летняя Ариана Мамацева уже в 10 классе решила, что будет актрисой. Поклонница Одри Хепберн и любовных мелодрам, она не совсем ясно представляла, как будет воплощать свою мечту в реальность. Бесценный шанс на путевку в актерскую жизнь, да не абы какую, а сразу московскую, щепкинскую, Ариане дал Русдрам. Это вот была как моя мечта. И я всегда к этому готовилась. И я знала, что даже если я вот в этом году не поступлю, допустим, я буду каждый год пробовать это. И вот я поступила на филологический факультет и думала, вот закончу филологический и обязательно пойду с вот этим уже большим багажом на театральный поступать. И вот так получилось, что я учусь, и я узнаю просто в Инстаграме то, что вот будет набор в Щепкинское училище. Как я могла упустить такую возможность? Соответственно, я чуть ли не на второй день пошла отдавать свою анкету, и вот так вот получилось, что я сегодня здесь. То, что казалось далекой перспективой, сегодня для Русдрама реальность, в которой в центре Сухума именитые мастера Высшей театральной школы Москвы прослушивают абхазских ребят, возможных будущих актеров. Эта идея зародилась всего год назад, а уже сегодня она открывает дорогу молодым. Неутомимый, находящийся в постоянном творческом поиске, директор Русского театра Ираклий Хиндба констатирует: +1 удачный проект в такую важную копилку Русдрама. Я думаю, что для нашего театра это историческое событие, то, что сегодня мы запускаем отборочный процесс для
того, чтобы сформировать абхазский курс, то есть группу молодых ребят, молодых, значит, артистов, которые поедут на обучение в Императорское театральное училище, Театральный институт имени Щепкина в Москве при Государственном академическом малом театре России. И это такой вот задел на будущее. Мы сегодня формируем будущее и нашего театра, Русского театра Абхазии, и, в принципе, будущее театральной культуры Абхазии, потому что должны быть новые профессиональные артисты, новые поколения. И для того, чтобы через 5, 6, 10, 15 лет развитие театра в Абхазии не остановилось, нужно уже сегодня закладывать основы для этого прекрасного будущего. И я искренне благодарен ректору театрального училища имени Щепкина Борису Николаевичу Любимову, выдающемуся российскому театроведу, знаменитому и прекрасному человеку, с которым мы эту идею год назад обсуждали. И вот так вот через год все это и получилось. День поистине исторический. В виде ребят приветствовал сам Борис Любимов, легенда Московского Щепкинского училища. ГИТИС, Малый театр, Российский фонд культуры, Щепка. Везде, где работал и работает Борис Николаевич, он оставляет свой яркий след. Именно им разработаны важнейшие курсы лекций, находящиеся на постоянном вооружении театральных школ. Это прекрасно, что ребята из Абхазии будут 4 года учиться в театральном училище имени Щепкина. Я не буду хвастаться педагогами, называть имена тех великих актеров, которые вышли из коридоров и аудитории Щепкинского училища, кто-то и преподавал, и преподает, и так далее. Я просто хочу сказать, что, может быть, вы знаете, а может быть и нет, Щепкинское училище, ему уже больше 200 лет. И для меня огромное счастье, что ваша команда, так сказать, ваш десант высадится у нас на Неглинной улице, в 2 шагах от Кремля, в самом центре Москвы. Вы увидите это пространство, московское театральное пространство. Перейдете там улицу, и вот вам театральная площадь, Большой театр, Малый театр, Рамта, там в 10-15 минутах ходьбы и консерватория, и зал Чайковского, и главная библиотека страны. В жюри отборочной комиссии председательствовал доцент кафедры мастерства актера Щепкинского училища Алексей Дубровский. За 15 лет артист сыграл множество ролей современного и классического репертуара. Всего их более 30. Сегодня он худрук одного из курсов Щепки. Для нас тоже, конечно, очень радостно с вами со всеми встретиться на этой замечательной земле, в этом прекрасном городе, в этом замечательном чудесном театре. Я бы хотел лично вам сказать, ребята, что вы должны, главное, не волноваться. Ничего страшного, мы к вам уже сразу все относимся хорошо. Поэтому вы расслабьтесь. Наша задача одинаковая с вами. Мы должны раскрыть вас максимально сегодня. Для этого вы должны быть тоже доброжелательно к нам настроены. И самое главное, чувствовать себя по возможности комфортно. Заявок на конкурс, объявленный Русдрамом, было много, от слова «очень». Руководство театра провело свой внутренний кастинг. Перед жюри выступали лучшие. Молодые люди выходили, представлялись. Конкурс начинали с чтения прозы. В прошлом году, когда Минька окончил 10-летку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста. Они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. Орал тогда Кондрат и стучал себе в грудь огромным, как чайник, кулаком. Да ты меня послушай! Я перевидел этих артистов. Итак, вы меня любите. Мы живем душа в душу. Я олицетворенная кротость и покорность. Я не только исполняю, но и предупреждаю все ваши желания. Между тем, забираю в руки вас и все ваше хозяйство. Так что вы без меня шагу ступить не можете. Узнаю малейшие ваши привычки и капризы. И вскоре делаюсь для вас совершенной необходимостью. После прозы заслушивали стихотворения. Ребят проверяли на пластичность. Играла музыка, скорость, темп и даже жанр сменялись один за другим. Никто ведь не говорил, что будет легко.
Перефразировав поэта, а вы лезгинку станцевали в отсутствии единого аккорда? Не менее важен для будущего актера голос. Тут молодые дарования сделали акцент на русские народные. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделась. Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделась. Нервы, страх, слезы неудач и радость от побед – все это только начало пути в новую взрослую жизнь, в которую за руку будущих актеров повел Русский театр драмы. 15 счастливчиков станут студентами Щепкинского высшего театрального училища. Их обучение будет бесплатным. Все договоренности на себя взял Русдрам при посредничестве Россотрудничества. Кастинг для абитуриентов продлится 3 дня. Рустам Зантария, Илана Казанба, Георгий Кутарба. Абаза ТВ. О прошлом, настоящем и стоящем. Союз журналистов Абхазии совместно с Международным медиаклубом «Формат А3» провел в Абхазском государственном университете встречу с ректором Высшего театрального училища имени Щепкина, заведующим кафедрой истории Русского театра ГИТИСа, заместителем художественного руководителя Малого театра России, театроведом и заслуженным деятелем искусств России Борисом Николаевичем Любимовым. Как прошла встреча, расскажет Элеонора Гилаян. Борис Николаевич начинает с главного. Единственная цель моего визита – увидеть вас, говорит он, и тем самым сразу располагает к себе весь амфитеатр Госуниверситета. Проект, в рамках которого проходит встреча, работает благодаря сотрудничеству Союза журналистов нашей страны и Международного медиаклуба «Формат А3». Как говорит председатель Союза Руслан Хашик, эта встреча – шаг на пути к расширению возможностей подобных открытых диалогов. Мы думали, какую же тему выбрать для встречи с вами. Борис Николаевич может говорить обо всем. И о культуре, о театре, о литературе, о Достоевском, о Солженицыне, и все, что хотите, о религии, об истории театра России. Все. Для него все темы рабочие, все темы его родные. Но мы подумали, посоветовались. Вот культура в нашей жизни, значение культуры в нашей действительности, особенно у нас сейчас, вот все, что мы переживаем, послевоенное время. И, естественно, самая главная часть, как и в предыдущих наших встречах, это ваши вопросы. Это ваши вопросы. И на это делал очень большой акцент Борис Николаевич. Без долгого вступления Борис Любимов просит сразу перейти к вопросам от студентов. И тут оказывается, что в аудитории есть и его студент, заслуженный артист России, деятель культуры Абхазии Адгур Ковы, выпускник ГИТИСа. Он и задает первый вопрос. Ковы отмечает, что чувствует в обществе некую ностальгию по советскому прошлому в разных сферах. Так ли это? И если да, то почему? Чаще всего это бывает тогда, когда происходит какой-то перелом. Почему вся эмиграция... Не только, кстати, эмиграция, но эмиграция, безусловно, почти в одно время начали писать такие, скажем, художественные мемуары. Юнкера Куприна или, допустим, «Лето Господне» Шмелева и, может быть, самая известная «Жизнь Арсеньева» Бунина. Что их, в один и тот же год, они не сговаривались, в 27-м начали, там, в 33-м закончили. А потому что это прошлое у них отобрано. Они понимали, что они никогда не увидят могил своих предков, они никогда не увидят людей, с которыми они ходили по улицам. Там Бунин написал такой маленький рассказик «Далекое». Вот это «далекое», причем он совершенно не идеализирует это «далекое». Но туда почему-то хочется, потому что в этом далеком оказывается уже больше твоих знакомых людей, чем в сегодняшнем. Это характерно. Ну и самое, так сказать, знаменитое произведение Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Вот это
так сказать, некая константа, но у нас это написано нашими писателями более болезненно, потому что просто было утрачено время, которое мы не вернемся никогда ни в 60-е, ни в 80-е, ни в 2000-е годы. Но он всегда мог поехать в тот город, которому там дал вымышленное имя Камбре, и увидеть вот эта церквушка, которая там, вот этот там домик, который я любил. А Бунины, Куприны, никогда уже, у них было не только утраченное время, но и утраченное пространство. Это очень, так сказать, характерно для 20-х годов. Но и у нас оказалось очень многих в силу, так сказать, наших проблем внутренних, которые возникли после 91 года. Для кого-то это и социальные проблемы, для кого-то это национальные проблемы, для кого-то это религиозные проблемы, для кого-то просто тебя разбросало твоих людей по всему свету. И ты их и не соберешь. И начинается, так когда же тебе было хорошо? И тебе начинает казаться в чем-то справедливо, а в чем-то и несправедливо, что лучше всего тебе было там в 81-м или в 71-м, в зависимости от возраста. Отвечая на вопрос об истории театра и его сравнении с нынешним, Борис Любимов говорит, что необходимые для подъема культуры люди были посланы на землю одновременно и как будто бы этапами. Стабильно приходящих великих творцов не существует, природа устроена иначе. Вот эта волна, которую поднята главным образом в 20-е годы 19-го столетия, она достигает своих вершин, может быть, в 30-е годы. И в 40-е годы она немножко уходит на периферию, поднимается новая волна. Приходит Гоголь Николай Васильевич, приходит... Он захватил, так сказать, предыдущую волну и должен был бы сейчас быть на вершине, но дуэль Лермонтова не позволила ему это сделать. Тогда происходит, так сказать, то, что называется гоголевская школа, которую подхватывает, из нее вырастает уже не поэзия, которая живет в лице отдельных представителей, а, конечно, прозу. Мы здесь назовем там и Гончарова, и Тургенева, и Достоевского, которому только что исполнилось 200 лет. В драматургии это Островский, в прозе дальше Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Лесков. И дальше стоп. Надолго, потому что больших писателей до Чехова в течение почти 30 лет не рождалось. Читатель жил предыдущий, он живет в 80-е годы, а читает в основном тех, кто писали в 60-е и 70-е. Я всегда на это обращаю внимание, но действительно, как не сойти с ума от того, что ты чувствуешь, что как будто где-то там наверху кто-то просто сбрасывает такой десант один за другим. В 89 году рождается Ахматова, в 90-м Пастернак, в 91-м Мандельштам, в 92-м Цветаева, в 93-м Маяковский, в 95-м Есенин. Какую хочешь поэзию? Городскую, деревенскую, футуристическую, акмеистическую. Пожалуйста. Другое дело, а какая судьба? Студентка истфака Диана Гамисония подняла тему необходимости профильного образования в век, когда стать популярным можно благодаря смартфону, а попасть в телевизор, кино и даже театр можно, не имея особых навыков. Борис Любимов отметил, что многие классики обладали далеким от писательства образованием, а кто-то и вовсе его не получил. Но сегодня мы видим немного иные примеры. Дилетантизма в нашей жизни больше, чем когда бы то ни было. Это верно. Количество врачей, которые, в кавычках, конечно, которые лечат нас с экрана интернета, а иногда с экрана телевидения, зашкаливает. Их, наверное, больше, чем врачей, которые... Они точно знают, как надо бороться с ковидом, с тем, с 5-м, 10-м. Если вас прихватит настоящая болезнь, и если, не дай бог, и если вы пойдете в руки хорошему врачу, вы сразу почувствуете разницу между действительно врачом и тем лекарем, псевдолекарем, который пытается вас учить с экрана вашего гаджета. То же самое я скажу и здесь. Конечно,
Если цель просто получить известность, да, на какой-то, так сказать, момент ты эту известность получаешь. Но судьба настоящего актера – это не одна роль, которая может быть там, сыграна. Как говорили в прежнее время, отец мой очень любил эту поговорку, даже сломанные часы 2 раза в сутки показывают точное время. И... Встреча Бориса Любимова со студентами продолжалась более 2 часов. Уже 3 декабря в рамках проекта Союза журналистов и медиаклуба «Формат А3» Борис Николаевич проведет встречу со слушателями в Русском драматическом театре имени Искандера. Элеонора Гилаян, Торни Камичба, Абаза ТВ. 500 000 за идею. Стартовал финал российской программы Фонда содействия инновациям «Умник». Члены жюри, сформированного в том числе из абхазских ученых, экономистов, банкиров и преподавателей АГУ, заслушали онлайн сразу несколько проектов в самых разных отраслях. На отборочном этапе в интеллектуальных соревнованиях участвовали и абхазские студенты, но в этот раз удача им не улыбнулась. В данном конкурсе участвуют молодые специалисты, студенты, которые предлагают свои инновационные разработки в самых разных областях жизнедеятельности. В настоящий момент представлены несколько очень интересных работ, связанных с очисткой сточных вод, солнечной энергией и с производством биопротезов. Вот. Эти 3 работы меня очень сильно заинтересовали. Я здесь был приглашен в качестве одного из жюри. Ребята молодые, умные, толковые. Мне понравились практически все работы, но не все они являются в настоящий момент востребованными в Абхазии. Вот те работы, которые я перечислил, они как раз наиболее для нас подходят. Самое важное, технологически тяжелая, скажем так, работа, наукоемкая, это работа по созданию биопротезов. В условиях нашей страны, где прошли боевые действия, война, где высокая смертность и аварийность на дорогах, эта работа очень нам интересна. Русская классическая литература в абхазских переводах. На филологическом факультете Абхазского государственного университета состоялась лекция доктора филологических наук, академика, поэта, публициста, переводчика Владимира Зонтария. В своей лекции Зонтария выступил с обзором исторического процесса художественного перевода в Абхазии и раскрыл студентам особенности авторского перевода. Стоит отметить, что проведение такого рода лекций и мастер-классов является традицией филологического факультета. «Мое место здесь», — так решил для себя наш соотечественник Явуз Ахба 15 лет назад. Впервые Явуз приехал в Абхазию как турист. По словам героя передачи Сарас Апсуп, он тогда уезжает обратно в Турцию, уже уверенный, что в ближайшее время вернется в страну, которая его покорила. Так Явуз вернулся на историческую родину уже не как турист, а репатриант. Об истории жизни и возвращения в очередном выпуске проекта Сарас Апсуп. Явуз Джавид ипа Ахба Соуксу ва Хадиаспара ишырҳәо џьгьарда қыҭа деиуоуп. Ихәыҷра шықәсқәа игәаларшәо иара иаҳзеиҭеиҳәеит урҭ аԥхарра рыҵаны иахьагьы игәалашәараҿы ишаанхаз. Явуз ианду Арӡынԥҳа илыбзоураны иԥхьаӡоит ибзианы ихатәы бызшәа ахьидыруа. Türk fiyeli zdırcımız. Ve aynı doğap hane mis absefe bahon han kucizane adakhi absefe bahon. Проект «Сарас Апсуп» с Явузом Ахба смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. На Абаза ТВ продолжается образовательный проект общественной организации «Пейпш-21», в рамках которого на телеканале транслируются видеоклипы на стихи абхазских поэтов. Сегодня произведение Киршала Чачхалия «Бзеу зызбу убрезами Ткварчал» читает актер Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба Сербий Сангулия.
Гершал, Чачхалия. Бзил зызбо обрезами творчал. Сабстазара абрага дацква хазар. Абрага садзар. Абрага сыз хазар. Сацагалазар абрага сасвал. Нас бзил зызбо обрезами творчал. Абрага свой хазар. Абрага сюазар. Абрага сгачамцы багуазар. Уроула шараха сгваза вантал. Нас бзил узызбо обрезами творчал. И регу сашукско устей двора, что суй бжера сахосвит сара, сгварта вайна, уста цапха, и убаб сашаква, и зло шапха. Ворубзе бере холта забра, старей слушает пхагара, убрёб с гургера, убрёб сосмал, нас бзил узызбо обрезами творчал. Вара сарау сашо, сгвазат уид, сгвазу хозит, вахен уприт. Игам мазарак, игам шамал, а бзе барацказ, эге еще гершал. Сейчас о погоде в республике. В пятницу 3 декабря в Абхазии облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 7, днем до 15 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.